Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня дал интервью международному информационному телеканалу Russia Today. Глава государства ответил на вопросы журналиста Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуацией на Южном Кавказе и другими темами. Интервью президента выйдет в эфир на следующей неделе. Сотрудники службы государственной безопасности Абхазии в декабре отмечают свой профессиональный праздник. СГБ Абхазии была создана 4 декабря 1992 года. В Сухуми состоялось торжественное заседание, посвященное Дню сотрудников органов госбезопасности. В мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба. Репортаж Гугут Савардания. 28 лет назад, в декабре 1992 года, в те самые дни, когда в Абхазии происходили кровопролитные события, в те дни, когда над Родиной сгустились тучи, постановлением Верховного Совета была создана Служба государственной безопасности Республики Абхазия. Ежегодно в день основания СГБ сотрудники органов госбезопасности возлагают цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы за свободу Апсны. После церемонии возложения сотрудники службы государственной безопасности собрались на торжественном заседании. Началось оно с государственного гимна республики. На торжественном мероприятии присутствовал вице-президент страны Бадра Гунба. Он зачитал приветственный адрес от президента Республики Абхазия Аслана Бжаня. Товарищи офицеры, поздравляю действующих сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Ежедневно вы выполняете задачи по защите интересов государства, обеспечению законных прав граждан, находитесь на переднем плане противодействия угрозам национальной безопасности. Выполнение служебных обязанностей требует от вас мужества, принципиальности, высокого профессионализма, большой самоотдачи и нередко связано с риском для жизни и здоровья. Нынешнее время предъявляет повышенные требования по внедрению новых, более усовершенствованных методов обеспечения национальной безопасности. Уверен в том, что вы с честью справитесь со всеми вызовами. Руководство страны будет делать все возможное для улучшения материально-технической базы службы государственной безопасности. Горжусь тем, что имел честь быть причастным к деятельности организации. Для сотрудников, которые понятие честь и совесть не просто слова, а образ жизни. В день профессионального праздника желаю личному составу, ветеранам органов государственной безопасности крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. С уважением, президент Республики Абхазия Аслан Бжаня. С поздравительной речью на торжественном собрании перед гостями и сотрудниками органов госбезопасности выступил временно исполняющий обязанности руководителя СГБ Роберт Киут. История абхазского спецслужб неразрывно связана с историей государства. Она богата яркими примерами подвигов и славными именами. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто героически выполнял свой долг в период Отечественной войны народу Республики Абхазия, а также в нелегкий послевоенный период. С горечью слезами на глазах вспоминаем героев, отдавших жизнь за Родину. С профессиональным праздником сотрудников СГБ Абхазии поздравили представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации и пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Абхазии. От души поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем работника органов безопасности. На протяжении истории спецслужбы всегда находились на самом острие борьбы за национальные интересы, стойко защищали ее государственность, суверенитет, территориальную целостность. В этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого служба Отечеству стала судьбой, кто ежедневно, порой рискуя жизнью, твердо отстаивает интересы государства, выявляет и нейтрализует внутренние и внешние угрозы, защищает интересы граждан и конституционные свободы. Современный мир таит немало вызовов, но даже в самой сложной обстановке тесное сотрудничество, четкая координация и слаженность действий наших ведомств, обладающих профессиональными кадрами, оперативными и техническими ресурсами, позволит нам и впредь
проводить результативные совместные мероприятия, эффективно противодействовать иностранным спецслужбам, вести борьбу с экстремизмом и трансграничной преступностью, надежно охранять государственную границу, обеспечить экономическую и информационную безопасность. Поздравления прозвучали от юго-осетинских коллег. От имени руководства КГБ Республики Южная Осетия медалями за проявленные мужество и героизм при исполнении должностных обязанностей посмертно были награждены офицеры службы государственной безопасности Абхазии: Эдуард Нерсесян, Эдуард Аминзадей, Джансух Муратия. Медалями за отличие в обеспечении безопасности государства был награжден ряд сотрудников СГБ Республики Абхазия. Кугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Ачимчирской центральной районной больнице с августа протестировано более 3000 человек с ковид-симптоматикой. У 764 из них инфекция была подтверждена. Основная часть больных уже выздоровела и снята с учета. В данное время под наблюдением врачей остаются 110 человек, большинство из которых проходят лечение дома. В больнице функционирует амбулаторное и стационарное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 26 человек на утро лежит, из них 9 человек средней степени тяжести. Выписали 2, 4 уложили, это с утра. В принципе, такая динамика. В среднем пациент лежит около 2 недель, проходит лечение, кто-то больше, кто-то меньше. Но это те люди, которые нуждаются в более серьезном наблюдении, нуждаются в подаче кислорода. То есть у нас есть кислородные концентраторы, и люди, у которых низкая сатурация, они дышат сутками этим кислородом, и на фоне внутривенных вливаний, на фоне лечебных процедур наступает момент, когда они поднимают сатурацию, выздоравливают и выписываются из стационара. В среднем приходит к нам, обращается до 50 человек в день. И это почти, это каждый день, кроме воскресного дня. И к вечеру мы получаем результаты в среднем 12-15 положительных. На мой взгляд, все идет равномерно, на том же уровне, как и было даже в течение месяца. Не могу сказать, что меньше, нет. Но и не так критично много, чтобы мы не успевали. Как известно, 3 машины скорой помощи обслуживают район. И у нас постоянно есть возможность, нет никаких проблем с заправкой машин. Периодически, так как машины круглосуточно находятся в движении, мы ездим по селам, то забор биоматериала, кому-то плохо, кого-то привезти, кого-то увезти. То есть постоянно, кроме этого, соматические пациенты, которые болеют и тоже вызывают к себе на дом. Мы наладили питание в отделении, значит, мы кормим пациентов. Это 3-разовое питание. В этом тоже нам никто не отказал. Сейчас идут небольшие реконструктивные работы, ремонтные. Мы сейчас приводим в порядок горячий, не назовешь цех, но это будет кухня, где, значит, заготавливается еда. И еще красная зона, о которой мы говорили, она будет выделена. И очень скоро, надеюсь, мы будем уже иметь коридор, по которому будут идти только будет сортировка пациентов. В то же время хочу сказать, что лечение коронавирусных пациентов, оно очень дорогое. Как правило, это 1 или 2 антибиотика. Я сейчас говорю о стационарных больных. Как правило, это 2 антибиотика, сочетание 2 антибиотиков. Порой приходится менять в 2-3 этапа менять антибиотики. Они дорогие. Кроме того, антиагреганты, которые, значит, препятствуют образованию тромбов, чего мы всегда боимся, это тоже требует введения препаратов. Фраксипарины, как известно, они тоже дорогие. Значит, естественно, это растворы, шприцы, вспомогательные таблетированные препараты. В общем, Минздрав нас обеспечивает полностью. Бывает какой-то момент, возможно, там какой-то позиции нет, но мы стараемся, значит, выйти из ситуации, заменив один препарат другим, но в целом все наши потребности удовлетворены. Да. Мы получаем в неделю 1-2 раз, когда заканчиваются запасы, мы отправляем фармацевта, она привозит препараты. И могу сказать, что пациенты, которые проходят стационарное лечение, это все препараты наши. То есть больным не приходится покупать.
В Галском районе с сентября на коронавирусную инфекцию протестировано 975 жителей. У 246 из них был подтвержден диагноз COVID-19. На данный момент 184 ковид-больных с семьями находятся на самоизоляции. Около 40 человек отправлены на лечение в медучреждения разных районов республики. Тот очаг, о котором говорили, и о котором говорила скорой, это было связано в селе Абыркыт, это бывшее Сабельево, с работниками НГУРГЭС. Но этот очаг локализован всеми силами, все вместе. И мы помогали, и сама лечебница НГУРГЭСа. Далее был момент, когда было открытие гуманитарного коридора. Мы 2 раза его открывали. В первое открытие люди переходили, стояла машина скорой помощи, производили замер температуры. Ну, замер температуры это уже, когда человек болеет. А если он носитель, то замер ничего не дает. При повторном открытии границы мы поняли, что пробел был в этом. И уже только со справками ковид в течение суточным. Вот у кого были справки на COVID-19 об отсутствии, вот те люди только могли переходить границу в районе гуманитарного коридора. По поводу работы, которая сегодня ведется, мной поручено службам. Каждые выходные наши службы обрабатывают помещения городские, все административные, школы. Мы воспользовались такой ситуацией, что у нас у сельского хозяйства есть специальные ранцы, опрыскивающие сельхозугодия. И вот мы в них заливаем специальный септик. Получилось очень удобно, очень эффективно. И каждые выходные проводится вот эта обработка, практически каждая. У нас здание, где мы собирались ставить МРТ, для МРТ, вот там мы делаем на 10 коек, делаем палаты для ковид-больных. И практически все готово, ждем финансирования, смечено где-то около 600 тысяч. Мы разговариваем с министром финансов на днях. Эти деньги будут зачислены, и вот им только косметически нужен ремонт. Практически все готово. Медикаменты как таковые мы лечение не производим, но вот для поддержания, для амбулаторных больных мы им помогаем. А все лечение у нас или в Гудаутах, или в Айтаре. Все мероприятия запрещены, праздничные, в том числе и те ритуальные, связанные с похоронами и с поминками. Я людей прошу. Если это были такие случаи ковид-больной, то захоронение в течение светового дня, в течение суток. Люди относятся с пониманием к этому, я так скажу, и нарушений как таковых не было. Само собой, вот эти все ритуальные застолья, все отменены. Это коснется и наших праздников, и на Новый год. Будут на улице, конечно, и гирлянды, и елка, и все будет, но вот такие мероприятия нам придется воздержаться в этом году. Я прошу понять население, и граждан, и горожан. Что сказать, если о будущем, то вот в соответствии с указом, предписанием министра образования на будущих школах я распорядился. В классах не более 20-22 ученика. Мы делаем такой расчет. В каждом, соответственно, это и финансовые перерасчеты, это уменьшая классы, увеличиваешь педагогический состав, это финансирование. Вот такие расчеты произвели, и думаю, у нас это получится. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария по вопросам начисления пенсий гражданам республики за 2 последних месяца. По информации Гулария, до конца декабря всем получателям средств Пенсионного фонда Абхазии будут начислены средства за ноябрь, а декабрьские начисления поступят пенсионерам и получателям иных социальных пособий только в январе. Премьер-министр поручил наиболее эффективно проводить работу по взысканию долгов в рамках взаимодействия с Министерством финансов, усилить контроль платежной дисциплины плательщиков страховых взносов. Выплаты абхазских пенсий по всей республике производятся с опозданием в связи с пандемией и ограничительными мерами, последствием которых стало снижение экономической деятельности и, следовательно, сокращение страховых взносов в пенсионный фонд. При этом количество пенсионеров растет и, соответственно, растут потребности фонда, которые в 2020 году увеличились с 70 до 95 миллионов рублей в месяц. Как известно, с 1 июля 2019 года повысились выплаты отдельным категориям пенсионеров, а с 1 января 2020 года на 100% увеличились доплаты к пенсии. На сегодняшний день Пенсионный фонд Абхазии профинансировал
за ноябрь месяц 2020 года все категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. Со следующей недели мы начнем финансирование всех оставшихся категорий, начиная с города Сухума, и Сухумского района и последующие все районы. Это за ноябрь месяц. К сожалению, отставание от выплат, от графика, который у нас был, связан, естественно, с пандемией, с тяжелой экономической ситуацией. По сравнению с 2019 годом у нас, к сожалению, в этом году на 1 декабря у нас отставание минус получается около 30 миллионов рублей. Естественно, никто не рассчитывал, что будет пандемия в 2020 году, и так это сильно повлияет на поступление страховых взносов в наш фонд. Мы, к сожалению, не смогли ни предусмотреть, у нас таких резервов не было. Но, как мы наблюдаем после открытия границ, и когда были сняты ограничительные меры в тот период, в августе, в сентябре, в октябре у нас была положительная динамика по поступлению страховых взносов, но тем не менее выправить всю ситуацию уже месяц в месяц, как раньше, выплачивать пенсии и пособия, у нас, к сожалению, пока не получается. Вот. Ну, надеемся, что со следующего года будет повышение заработных плат, первым делом бюджетников, и это отразится в поступлениях в фонд. Мы надеемся, что в 2021 году и в начале года, что ситуация выправим, но по динамике мы на сегодняшний день видим, что у нас ситуация не ухудшилась. Мы прогнозировали, что отставание могло быть еще больше, но тем не менее на сегодняшний день, в настоящее время, отставание у нас около месяца. В Кабинете министров состоялась встреча вице-премьера Сергея Пустовалова, заместителя руководителя аппарата Кабмина Кристиана Бжаня и председателя Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслана Халваш с рабочей группой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, прибывшей в Абхазию в рамках договоренности по вопросу строительства в республике сети цифрового вещания. На встрече была подчеркнута необходимость перехода на новую версию телевизионного вещания в Абхазии. По словам российских специалистов, от начала проектирования до полного перехода на цифровое вещание может уйти порядка 2 лет. Однако этот проект способен не только обеспечить передачу населению пакета бесплатных программ, но и их высокое качество. Участники совещания обсудили технические вопросы подготовки к этапу проектирования сети, составления перечня необходимого оборудования, вопросы подготовки специалистов, которые смогут обеспечить эксплуатацию сложной многофункциональной системы. За активное участие в становлении, защите и укреплении Приднестровской Молдавской Республики 5 граждан Абхазии награждены юбилейными медалями в честь 30-летия ПМР. Среди награжденных глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Медаль мэру столицы вручил представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Беслан Федорович, хочу сегодня выполнить очень приятную миссию. В этом году год 30-летия Приднестровской Молдавской Республики. Мы совместно с вами, администрацией и представительством, проводили здесь тоже мероприятия. В частности, была выставка организована. Власти Приднестровья учредили у себя юбилейную медаль. И вот 5 граждан Республики Абхазия награждены этой медалью, в том числе вы, как друг Приднестровья, который делаете многое. Указом президента Приднестровской Молдавской Республики вы награждены вот этой медалью, юбилейной медалью. От всей души самого доброго. Я уверен в том, что наши контакты и та работа, которая ведется, она будет только улучшаться. Вам успехов. Ваши коллеги проводят очень интересную работу по благоустройству. Вот и здесь эта работа сейчас хорошо ведется. И в Приднестровье. Приднестровье за последние годы вообще значительно изменилось за 4 года. Они готовы к активному сотрудничеству. Уважаемый Гарри Сергеевич, для меня большая честь
получить, во-первых, с ваших рук, ну и, конечно, такую высокую награду. Действительно, с 2006 года между столицей Приднестровья Молдавской Республики Тирасполем и столицей нашей родины Абхазии, с городом Сухум, подписано 2 соглашения. Одно соглашение о сотрудничестве, другой договор о установлении дружеских связей. Вот, там очень много направлений развития, взаимодействия между предприятиями, которые расположены здесь и там. И потенциал большой заложен. Мы настроены развивать эти отношения. Вот, безусловно, мы с удовольствием приглашаем сюда наших коллег из Тирасполя с учетом происходящих событий с пандемией, с COVID-19. Конечно, это сегодня сложно, но мы всегда рады видеть своих друзей, партнеров. У нас есть много тем, которые мы готовы были бы обсудить в плане экономического развития, взаимодействия и так далее. Поставок товаров и продукции как в одну, так и в другую сторону можем смотреть. Да, существуют определенные ограничения экономического характера, наверное, я помню, были несколько раз там проблемы с пересечением границ и так далее, но для нас границ нету. Мы готовы двигаться, взаимодействовать и так далее. Поэтому большое спасибо за, еще раз говорю, оказанную честь. С удовольствием принимаем. Табук. Вечером 20 декабря на сутки во всем городе будет прекращена подача питьевой воды. Это связано с масштабными работами по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям, которые планируется провести 21 декабря. Кроме того, в понедельник, 21 декабря, будут перекрыты многие центральные улицы города. Также не будут работать центральный рынок и прилегающие к нему магазины. Все подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Начатые осенью этого года в Сухуми масштабные работы по ремонту коммуникационных сетей подходят к завершению. Проложенные по инвестиционной программе новые водопроводные трубы по улице Гулия, Джонова и Абазинская предстоит подключить к магистральным сетям. Чтобы не доставлять горожанам неудобств с постоянными отключениями воды и многократным перекрытием дорог, решено в один день осуществить весь объем ремонтных работ. А работа предстоит большая и ответственная – 27 соединений на 20 перекрестках. Пришел момент, когда надо подключать к сетям уложенные новые трубопроводы, и необходимо произвести эти соединения на перекрестках. Вот их, я так понимаю, немалое количество, и это надо сделать одновременно, чтобы часто не отключать воду, а постараться сделать одним разом. Поэтому давайте поделимся мыслями, в какой день это можно сделать, и так, чтобы не наносить ущерб транспортным коммуникациям, которые у нас проходят, и максимально предоставить возможность жителям нашей столицы передвигаться. Фирмой-подрядчиком ООО «Астория Аквасервис» сформированы 11 бригад, которые автономно друг от друга будут работать каждый на своем участке. По словам представителя подрядчика-исполнителя, предусмотрены разные варианты сложностей, с которыми они могут столкнуться при выполнении соединений. Закуплено необходимое оборудование для оперативного решения всех задач. Есть понимание, как это все организовать в течение суток. Подрядные организации есть техника, которая может позволить нам в течение суток все это оперативно организовать, поэтому мы подключили и службу госавтоинспекции, коммунальное хозяйство. И, конечно, хотели бы и вас попросить подключить городские службы, потому что будет сложно это реализовать без вашей помощи. На совещании было решено, что подключение к магистральным сетям будет производиться в понедельник, 21 декабря. Чтобы бригады могли приступить к работе с раннего утра, воды в трубах не должно быть. Поэтому решено, что накануне 20 декабря после 22 часов будет общее отключение подачи питьевой воды в Сухуме, чтобы за ночь вода из труб вытекла. В понедельник, в тот момент, как даст нам возможность вода, условно, если ее не будет, мы можем в любой момент начинать. Это 6 утра будет, 7 утра будет. Мы начнем вскрытие, а дело покажет. Я думаю, к 8 часам мы начнем уже работы по вскрытию перекрестков. Так как предстоящие работы будут единовременно производиться на нескольких улицах, сотрудники УВД будут регулировать движение личного и общественного транспорта. Чтобы не создавались пробки, четко обозначена схема и последовательность перекрытия дорог. Кроме того, чтобы разгрузить движение в городе 21 декабря, центральный рынок и оптовые магазины будут закрыты. Пришло время
подсоединить новые сети к нашим магистральным сетям для того, чтобы начали обеспечивать водой наших жителей. Поэтому, учитывая, что мест подключения много, их порядка 27, 20 из которых находятся на перекрестках. У нас пока нет возможности отдельными участками отключать улицы или кварталы. Поэтому приходится отключать весь город. И для того, чтобы это не делать часто, мы запланировали это сделать в понедельник, 21 декабря. Единовременно будут заняты 11 бригад. Будут разбиты работы, будут разбиты на 2 этапа до и после обеда. Подрядные организации, все наши службы, оказывая взаимодействие между ними, реализуют эту задачу. Мы постараемся, чтобы ребята уложились в одни полные сутки. То есть работы начнутся приблизительно в 7 утра 21 декабря. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как в эксплуатацию вводятся новые коммуникационные сети, которые в дальнейшем послужат комфорту сухумцев. Пользуясь случаем, хочу попросить наших жителей потерпеть. Это 21 число, потому что движение общественного транспорта, просто личного транспорта будет ограничено по городу. Будут перекрыты улицы Гулия, улица Абазинская и улица Ардземба в нескольких местах, но это в том промежутке, когда будут задействованы другие альтернативные улицы. В какой-то момент будет перекрыта улица Лакоба, улица Когоня, улица Воронова и так далее. Практически весь центр города. Но мы сейчас разработали схему, по которой будет все делаться поэтапно, для того, чтобы дать транспорту передвигаться по городу. Опять же, это будут какие-то неудобства, но это будут неудобства, только связанные с тем, что подрядная организация будет проводить работы по подключению к сетям. Мадина Афганба, Амра Амичба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Плинфы из Абхазии на арамейском и древнегреческом языках стали экспонатами виртуальной выставки Института археологии Российской академии наук «Свидетели прошлого. Искусство и ремесло в археологических находках». Плинфа на арамейском языке была найдена в 2019 году во время совместной абхазо-российской археологической экспедиции в античном городке Гвенос на окраине современной Чемчиры. Вторая плинфа на древнегреческом языке была обнаружена там же в этом году. Виртуальная выставка археологических экспонатов в России проводится впервые. И, как считает директор Государственного музея Аркадий Джопуа, представляет большой интерес как для специалистов, так и для любителей археологии. Абхазский госмузей и Абхазский институт гуманитарных исследований. То есть мы ежегодно копаем античное поселение Гвенос, это в городе Чемчира. И нам были найдены очень хорошие находки за последние 2 года. Это плинфы, там прочерченные на арамейском языке буквы, 7 букв в одной этой плинфе. Вторая плита была написана на древнегреческом языке. А третье там лук и стрела, так это уже такое художественное оформление. И Александр Скаков, он так как работает в этом институте, соответственно, они, конечно же, пригласили нас, и мы с удовольствием откликнулись. Тем более этот год, этот тяжелый год, когда в связи с этой болезнью особой работы нет ни в музее у нас, и в институте, так и в Абхазии таких особых экспозиций или временной экспозиции невозможно было делать. И я думаю, что все прошло так удачно. После окончания этой выставки, потом весной наши же экспонаты, наши находки, это экспонаты Абхазского госмузея, конечно же, назад вернуть, и, соответственно, это займут свои места в экспозиции Абхазского государственного музея. Национальный банк Абхазии передал в дар Российскому государственному историческому музею памятную серебряную монету «75 лет Победы», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Банка Абхазии. На реверсе монеты использован снимок армейского фотооператора Короткова под названием «Мать», на котором изображена абхазская женщина Маруся Пачулия с фотографией сына Алексея Аршба, героически погибшего в бою в Севастополе в 1942 году. Монета выпущена ограниченным тиражом 100 экземпляров. В
В коллекции крупнейшего национального исторического музея России уже хранятся монеты, имитированные Банком Абхазии. Абхазская сотня, Александр Чачба, а также первая памятная банкнота Владислав Арзенба. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей судьи Гагарского районного суда 3 единицы, Гулрыбского районного суда 1 единица, Галского районного суда 1 единица. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Министерства юстиции по адресу город Сухум, улица Званба, 9, с 21 декабря по 11 января 2021 года включительно. Телефон для справок 229 44 90. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям приступили к проверкам продаваемой на торговых точках столицы пиротехнической продукции. Такого рода инспекции сухумские спасатели проводят ежегодно в преддверии новогодних праздников. Репортаж пресс-службы МЧС. Подобного рода проверки проводятся ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников. Основная их цель – мониторинг качества продаваемого пиротехнического товара, исключение контрафакта как основного источника потенциальных пожаров и серьезных травм для покупателей. Столичные спасатели, к примеру, осмотрели несколько городских торговых площадок, включая и самые популярные в районе Сухумского колхозного рынка. Салюты и фейерверки пока еще не стали массовым товаром в городе, однако уже появились в продаже. Сотрудники МЧС проверили условия хранения данного вида изделий, напомнили продавцам о правилах противопожарной безопасности при продаже пиротехники и об ответственности в случае нарушения установленных норм. Статистика за минувшие годы достаточно тревожна. Число пожаров по причине некачественной пиротехники неуклонно растет. По итогам проверок у сотрудников спасательного ведомства появились вопросы. По ним были сделаны конкретные предписания и предупреждения владельцам торговых точек. По словам руководства спасательного ведомства страны, с приближением новогодних праздников инспекционные проверки точек по продаже пиротехнических изделий будут существенно увеличены. Напомним, что согласно существующему законодательству за нарушение правил противопожарной безопасности при продаже пиротехники предусмотрены штрафные санкции в размере от 4 до 12 тысяч рублей. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране по-прежнему остается сложной. Каждый день выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим мэр города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение, согласно которому в республике запрещено проведение новогодних корпоративов. Однако, чтобы не лишать горожан праздника, все же решено провести некоторые мероприятия, но с соблюдением всех предписаний. Какие изменения внесены в традиционное празднование Нового года, рассказал заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. С самого начала хотели чуть-чуть обширно отметить Новый год, но в связи с пандемией мы все это сокращаем. Все развлекательные мероприятия в городе будут отменены. Будет елка на площади Свободы, будет каток для детишек. Все меры будут соблюдаться. Там будет работать милиция, правоохранительные органы, за этим будут следить. Кто не будет соблюдать дистанцию и кто не будет одевать маску, к льду не будут допускаться. За этим будет следить замначальник милиции города, и у него человек 20 этим будет заниматься вот все эти дни. Все мы заместители главы, все мы будем помогать. Если кто-то не будет следить, будут принимать меры и даже к елке не будут допускать. Недавно вот глава города Беслан Эшба собирал всех предпринимателей, у кого-то рестораны, у кого-то бары, и все они были предупреждены, что накануне Нового года, чтобы никаких корпоративов не было. Если мы не будем соблюдать все меры, эту вспышку очень трудно будет остановить. Медики делают свое дело, но мы, если разумно к этому не подойдем, не то, что мы вот более богатые страны с этим борются, но пока ничего не смогут, не могут поделать. Так что обращение мое, чтобы следили, чтобы маски одевали, чтобы дистанцию соблюдали. Люди потихоньку начали делать свадьбы, расслабляться начали одним словом. Все это мы должны минимизировать. Похороны, никто от этого не застрахован, но
Все это надо минимизировать. 40 дней, там, годовщина, поминки. Мы тихо-тихо, вот я наблюдаю, расслабились. Расслабляться нельзя, потому что, как мы знаем, пандемия не закончилась. Еще это очень коварная болезнь, и никто ни от чего не застрахован. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу без осадков, в воскресенье небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 3-8, днем 6-11 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.